Дорогие наши гости, участники круглого стола, сегодня город Мирный начинает свою работу первый нефтегазовый форум Республики Саха-Якутия. Здесь находятся участники нашей секции, и мы с вами будем сегодня говорить о вопросах экологической безопасности при проведении нефтегазовых работ на территории Республики Саха-Якутия. На нашей площадке принимают участие ведущие ученые Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, федеральные контрольно-надзорные органы и наши хозяйствующие субъекты, ведущие предприятия в сфере нефтегазодобычи, а также ведущие общественники Республики Саха-Якутия. Думаю, у нас площадка будет сегодня живой. Предлагаю не только выслушивать доклады, но и по итогам докладов приветствуются вопросы по существу, по теме выступления, по общей теме и, конечно, выступления. По итогам, уважаемые коллеги, будет принята резолюция нашего круглого стола. Она находится у вас на раздаточных материалах. И до конца работы нефтегазового форума, то есть до завтра, можете вносить свои информационные предложения в окончательном варианте, окончательной редакции. Будет работать редакционная комиссия под руководством Степановой Веры Николаевны, руководителя департамента экологической безопасности, которая будет сводить все предложения, которые сегодня поступили. Нефтегазовая отрасль Республики Саха-Якутия – это не новая отрасль. Мы уже имеем историю добычи нефти и газа уже более 50 лет. Но в последнее время объемы добычи нефти и газа увеличиваются. В Республике Саха-Якутия построены очень серьезные линейные объекты транснационального значения, такие как ВСТО, линия Газпрома, Сила Сибири. И, конечно, наши недропользователи начали активно осваивать лицензионные участки, добывать в больших объемах нефть и газ. Это очень радует. Но между тем есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Это вопросы взаимодействия с коренными малочисленными народами Севера по вопросам технологии, вопросы обеспечения экологической безопасности на лицензионных участках, на линейных объектах, вопросы промышленной безопасности, которые тоже очень важны и актуальны. Поэтому выступающим очень прошу сегодня выдерживать регламент. Очень много выступающих работают с вами по часу. При нарушении регламента я вынужден буду останавливать, извиняюсь сразу. Самое главное в выступлениях прошу указывать проблематику и пути решения. Это очень важно. Доклады, конечно, тоже приветствуются, но в рамках регламента. Предлагаю начать нашу работу. Слово предоставляем Прокопьеву Владимиру Михайловичу, председателю постоянного комитета Государственного собрания ИЛКОМА Республики Саха-Якутия по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. Добрый день, уважаемый Сахан Иванович, уважаемые участники сегодняшнего первого в нашей республике форума. Хочу начать с того, что парламент республики уделяет достаточно серьезное внимание решению вопросов охраны окружающей среды. Так, в 2016 году парламентом республики была утверждена экологическая доктрина Республики Саха-Якутия, которая представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение экологической безопасности с учетом природно-климатических особенностей нашей республики. Целью данной экологической доктрины является обеспечение на территории Якутии экологической безопасности как основы стратегического развития нашей республики. Основа этого документа – обеспечение устойчивого состояния окружающей среды
и дальнейшего саморегулированного развития, полное соблюдение требований природоохранного законодательства. В доктрине особое внимание уделено вопросам природопользования, с учетом наших особенностей, взаимодействию республики, органов местного самоуправления с недропользователями в области экологической ответственности. Каждый из наших недропользователей осуществляет деятельность на определенной территории, так или иначе затрагивая интересы местного населения, внося определенные изменения в окружающую природную среду. Возникают спорные моменты, иногда и недопонимание с обоих сторон. Порой, к сожалению, муниципальное образование надо не владеть информацией о том, какой недропользователь ведет свою деятельность на их территории. Наш комитет постоянно продолжает поступать подобные поручения, кто там ведет свою деятельность на той или иной территории. Для регулирования таких моментов, в том числе 3 июля 2018 года, нами был принят закон республики об ответственном недропользовании на территории республики, в котором установлены основы правового регулирования взаимодействия недропользователей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общин коренных малочисленных правоносителей. Закон принят в развитии статьи 15 Закона Российской Федерации о мирах, согласно которой основной задачей государственной системы лицензирования является обеспечение социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на данной территории и всех граждан Российской Федерации. Закон республики раскрывает данную задачу, вводится понятие ответственного недропользования и устанавливается норма поведения социальных ответственных недропользователей, определяется направление деятельности социальной ответственности недропользователей в сферах социально-экономического развития соответствующих территорий, охраны окружающей среды и экологической безопасности. Законом устанавливается, что недропользователи, придерживающиеся принципов ответственного недропользования, подписывают соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития с правительством республики, с органами местного самоуправления, с обществами КМНС, разрабатывает и реализовывает свою экологическую доктрину, ежегодно отчитывается перед населением о результатах воздействия на окружающую среду и мерах, направленных на сохранение окружающей среды и развитие соответствующих территорий. Вот закон наш представляет юридическую базу для заключения таких соглашений. Закон устанавливает осуществление государственного общественного мониторинга недропользователей по исполнению требований законодательства Российской Федерации и Республики Саха-Якутия об охране окружающей среды и выполнению обязательств соглашения о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития. Закон предусматривает также составление рейтинга недропользователей по результатам указанного мониторинга. В настоящее время правительством республики разрабатываются подзаконные акты для реализации закона, и начиная с 2020 года закон на практике будет работать в полную силу. Но в настоящее время подписано в целом около 40 соглашений с хозяйствующими субъектами. Надо отметить, что имеются положительные примеры построения конструктивных отношений с хозяйствующими субъектами. Но мы ожидаем, конечно, того, что все недропользователи, особенно наши предприятия нефтегазовой отрасли, также будут активно в ближайшее время подписывать подобные
соглашения. Поэтому, уважаемые участники форума, уважаемые наши недропользователи, предлагаю каждому из вас детально ознакомиться с этими двумя достаточно важными документами. Ну и считаю, что эти документы должны стать настольной книгой каждого недропользователя. Ну и еще один такой момент, вопрос, касающийся кадрового обеспечения экологических служб. Значит, как человек, который достаточно много лет занимается вопросами экологии, с учетом последних изменений, может быть, в своем законодательстве пришел к выводу, что экологические службы компаний должны возглавлять представители наших республики. То есть я бы хотел предложить нашим недропользователям, чтобы к этой работе привлекали именно местных специалистов, а не из-за пределов республики, а не из-за пределов. Почему? Потому что вот эти люди знают особенности своего края, особенности сурового нашего климата, болеют за сохранность данной территории. Вот, это первое. Второе, значит, вот эти производственные экологи, конечно, специалисты своего дела, должны напрямую подчиняться генеральному директору компании, вот, или даже совету директоров, руководителям соответствующих подразделений компании. Возможно, включение руководителей экологических служб в совет директоров компании. Вот это очень важный момент. Я бы хотел посоветовать применять на практике это предложение. Я не думаю, что от этого будет хуже. Вот. И в завершение еще раз хотел бы подчеркнуть, что каждый из недропользователей должен быть сам заинтересован в заключении соглашения о сотрудничестве для создания и функционирования рационального и безопасного недропользования, а также выполнения социальных обязательств перед жителями той территории, на которой ведете свою деятельность. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Владимир Михайлович. Уважаемые участники круглого стола, нам надо договориться. Вопросы будем задавать после каждого выступающего, либо послушаем всех и потом в ходе обсуждения примем. Наверное, все заслушаем, да? Да. Хорошо, договорились. Так. Слово предоставляется Семенову Виктору Леонидовичу, руководителю управления Росприроднадзора Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Уважаемый Семен Иванович, уважаемые коллеги, по состоянию на 1 июля 2019 года в сфере нефтегазовой промышленности на территории Республики Саха-Якутия осуществляет деятельность 25 предприятий по добыче и разведке углеводородного сырья, имеющих 78 лицензий на право пользования участками недр, в том числе 22 лицензии на добычу, 18 лицензий на поиск, геологическое изучение и 37 лицензий на разведку и добычу углеводородного сырья. По данным мониторинга статистической отчетности 1ЛС в 2018 году на территории республики добыто нефти 21,5 миллионов тонн, газа 3,05 миллиардов кубических метров, растворенного газа 0,32 миллиарда кубических метров, конденсата 0,14 миллионов тонн. Затраты на проведение введены в отношении акционерного общества «Алроса-Газ», акционерного общества «Саха-Нефтегаз». Уровень добычи нефти и газа за 2018 год общество ограниченной ответственности «Ирилявская». Невыполнен уровень использования попутного нефтяного газа, общество ограниченной ответственности «Ирилявская». Невыполнен уровень ввода новых добывающих скважин, общество ограниченной ответственности «Ирилявская». В области водного законодательства не соблюдены условия договоров водопользования, акционерного общества «Алроса-Газ». Использование водных объектов без правоустанавливающих документов на пользование водными объектами, акционерное общество «Алроса-Газ». Наложен штраф наложен на сумму 555 тысяч рублей, взыскано 300
295 тысяч рублей. 7 июня 2019 года в Мирнинском районе произошел разлив нефтепродуктов на магистральном нефтепроводе, принадлежащем обществу ограниченной ответственности «Ильяская». На основании полученной информации по требованию Курской предохранной прокуратуры от 8 июня 2019 года Управление Роспроднадзора по Республике Саха-Якутия в период с 19 по 8 июня по 8 июля 2019 года в отношении общества ограниченной ответственности НГДУ «Восточная Сибирь», который является оператором данной лицензии, была проведена внеплановая выездная проверка. Проверка установлена, что вследствие прорыва нефтепровода произошло загрязнение земель лесного фонда на площади 15 тысяч квадратных метров. В результатах проверки общество ограниченной ответственности НГДУ «Восточная Сибирь» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП Российской Федерации на сумму 40 тысяч рублей, по статье 8.5 КоАП Российской Федерации на сумму 20 тысяч рублей. Выдано предписание и представление. Рассчитан вред на сумму 22 миллиона 500 тысяч рублей, направлен на согласование Департамента Роспроднадзора по Дальневосточному федеральному округу. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Ильяская» инициирована процедура досрочного прекращения права пользования. По состоянию на 26 августа 2019 года на государственном учете в Федеральном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, состоит 163 объекта нефтегазового комплекса на территории Республики Саха-Якутия, принадлежащих 14 юридическим лицам. Из них первой категории 25, второй категории 138. По данным статотчета 2ТП «Воздух», суммарный объем выбросов от объектов нефтегазового комплекса в 2018 году составил 132 тысячи тонн, что составляет 52% от общего объема выбросов, который составляет в целом по республике 255,2 тысячи тонн. По данным статотчета 2ТП «Отходы», общий объем образующих отходов объектов нефтегазового комплекса в 2018 году составил 106,5 тысяч тонн, из них утилизировано 1,3 тысячи тонн, обезврежено 38,7 тысяч тонн, размещено 56,1 тысяча тонн. Основными образователями отходов являются публичное акционерное общество СНГ, общество с ограниченной ответственностью ТЮН, общество с ограниченной ответственностью «Газпром» Долбчина-Ябрис. Основные объемы отходов образуются в Ленском, Мирнинском районах примерно по 60 тысяч тонн в год. В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 года номер 89 ФЗ об отходах производства и потребления в Государственный реестр объектов размещения отходов ГРРО внесены 241 объект размещения отходов. Из них объектов размещения под предприятием нефтегазового комплекса 136, в том числе полигоны твердокоммунальных отходов 3. Это акционерное общество «Сургутнефтегаз», общество с ограниченной ответственностью «Тасс-Нефтегаз-Добыча» и общество с ограниченной ответственностью «Газпром» Добыча-Ноябрьск. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году составила 66,5 миллионов рублей. Крупным плательщиком платы является «Тасс-Нефтегаз-Добыча» 52,8 миллионов рублей, публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» 7,9 миллионов рублей, общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» 4,9 миллионов рублей. Лицензирование. 10 юридических лиц нефтегазовой отрасли имеют лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности. В настоящее время все предприятия нефтегазового комплекса имеют разрешительную документацию, разрешение на выбросы, сбросы, размещение отходов, за исключением общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» и общества с ограниченной ответственностью «Ильяская». Этим же предприятиям не представлены статистические отчеты 2ТП «Воздух», 2ТП «Отходы» и 2ТП «Рекультивация». Отчеты по организации о результатах осуществления производственно-экологического контроля, декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду. В отношении их проводится работа по привлечению к административной ответственности. С 1 января 2019 года вступили в силу изменения системы нормирования и в области охраны окружающей среды, внесенной федеральным законом от 21 июля 2014 года номер 219 ФЗ. Экологическое регулирование деятельности предприятия теперь напрямую зависит от степени его воздействия на окружающую среду. Для объектов первой категории введено обязательство по получению комплексного экологического разрешения. В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона 215 первыми до 31 декабря 2022 года подать заявку должны объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ Российской Федерации составляет не менее 60%, вошедших в перечень утвержденных приказом МБР и Министерства природных и экологии от 18 апреля 2018 года номер 154. Остальные объекты обязаны получить комплексное экологическое разрешение
начинаем уже торопиться. Комплексное экологическое разрешение выдается сроком на 7 лет. Законом для объектов первой категории введено обязательство по оснащению стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, отнесению проектной документации объектов капитального строительства, относящихся к объектам первой категории, к объектам государственной экологической экспертизы. Комплексное экологическое разрешение на объекты будут выдаваться на основании заключения государственной экологической экспертизы. Для объектов второй категории введено обязательство по подаче декларации о воздействии на окружающую среду. Действует 7 лет. Проблемы и предложения. На сегодня проблемным вопросом является достижение показателя по использованию попутного нефтяного газа, установленным постановлением правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 года номер 1148 об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при выбросах в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующих при сжигании на факельных установках и рассеивании попутного нефтяного газа. В настоящее время указанный показатель 95% достигнут только в публичных акционерных обществах Сургутнефтегазом, который использует добытый растворимый газ почти на 99%. Предлагаем неукоснительно соблюдать показатели, установленные технологическими схемами разработки месторождений, особенно в части использования растворенного газа, и предусмотреть достижение показателя по использованию попутного нефтяного газа не менее 95%. В связи с переходом с 1 января 2019 года на новую систему нормирования предлагаем обеспечить постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Для объекта первой категории получить комплексное экологическое разрешение в срок до 31 декабря 2022 года. Объекты, оказывающие НВО, вклад которых суммарные выбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации не менее 60%, вошедшие в перечень, утвержденным приказом МПР номер 154. Это скважины номер 501 восточный блок среди Бодоубинского нефтегазоконденсатного месторождения, акционер общества РНГ Белинский район, и центральный блок среди Бодоубинского нефтегазоконденсатного месторождения, общество ограниченной ответственности ТЮН Белинский район. Остальные до 1 января 2025 года, как я говорил, остальные объекты. Для объектов второй категории разработать декларации о воздействии на окружающую среду. В связи с тем, что деятельность предприятий и организаций, осуществляющих разведку месторождений, добычу нефти и газа, а также переработку, транспортировку, хранение и использование нефти и нефтепродуктов на территории республики, связанных с высокой экологической опасностью, в связи с удаленностью и доступностью сложной транспортной схемы объектов добывающих предприятий, предлагаем обеспечить обязательное оснащение стационарных источников объектов первой категории автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ. В местах подводных переходов нефтепроводов, где существует высокая вероятность экологических катастроф, организовать эффективную систему мониторинга путем установки автоматических станций контроля за состоянием водных объектов, отвечающих современным требованиям контроля. Обеспечить проведение собственников объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и пределах их воздействия на окружающую среду, в соответствии с требованием приказа Минприроды России от 4 марта 2016 года номер 66. Осуществлять производственный контроль в области охраны окружающей среды в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рационального использования и восстановления природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. Статья